Современная археология предлагает убедительные доказательства существования персонажей Библии и ее событий. Здравствуйте, я Джордж Томас. А я Венди Гриффит. Спасибо, что вы с нами. Жили ли на самом деле такие герои, как Давид и Соломон? В наше время об этом спорят многие историки. Но сегодня мы встретимся с двумя археологами, чьи раскопки подтверждают существование Давида. При этом их находки подтверждают Библию вплоть до мельчайших деталей. Гордон Робертсон проведет нас к месту одной из величайших побед Давида — долине Эла. Здесь, в Иерусалиме, его имя встретишь повсюду. Давид является самым известным царем в истории Израиля. Но существует мнение, что он не был великим правителем, описанным в Библии. Один израильский археолог заявил, Давид и Соломон не господствовали над обширной территорией. Это было небольшое и очень бедное вождество. Это был великий вождь. Раз уж вы хотите называть царя Давида вождем или царя Соломона вождем, то он был великим вождем, и это было большое племя. Другие говорят, что он вообще никогда не существовал. Даже профессор-исследователь Библии, который заявил, «Я не единственный ученый, который подозревает, что царь Давид — это примерно такая же историческая фигура, как и король Артур». Они говорили, нет никаких археологических сведений о Давиде и Соломоне. Это чисто мифологические персонажи. Но постепенно такие археологические сведения обнаруживаются. Идущие по всему Израилю раскопки подтверждают библейскую историю величайшего царя Израиля. Давид и археология. Долина Эла. История Давида изложена в Библии очень подробно. От его детства, когда он был пастушком, до его смерти в царском дворце Иерусалима. Сегодня можно пройтись по тем же местам, где ходил Давид, и они носят все те же названия, что и 3000 лет назад. Вот Вифлеем, город, где Давид родился, и где был помазан царем Израиля, когда ему было всего 15 лет. А это Эйн-Геди, оазис пустыни, где Давид скрывался от царя Саула, вот в такой пещере. И Хеврон, где он провел 7 лет уже как царь иудейский. На протяжении веков Библия была единственным письменным доказательством существования царя Давида. И лишь примерно 1,5 столетия назад появились археологические сведения о его правлении. В 1868 году в Иордании был обнаружен базальтовый монумент, содержащий надпись, сделанную царем Моаба по имени Меша, врагом Израиля. Артефакт датируется примерно 840 годом до нашей эры, менее чем через 200 лет после Давида, и он содержит первое известное упоминание Дома Давида вне Библии. Дом Давида означает «династия Давида». Итак, мы узнаем, что жил человек по имени Давид, и он основал династию. Теперь совершенно ясно, что Давид не является мифологической фигурой. Более 100 лет спустя те же слова «Дом Давида» были обнаружены и на другом камне, на этот раз на севере Израиля. Они были написаны около 200 лет после правления Давида, опять же, одним из врагов Израиля, Азаилом, царем Дамаска. Он написал, «Я убил 70 царей. Я убил царя Израиля и царя из дома Давида». Одна из величайших побед Давида была одержана в долине Эла. Именно здесь юный пастушок убил великана Голиафа. И это одно из немногих мест, где все еще можно увидеть Израиль таким, каким его знал Давид. Рядом находятся развалины филистимского города Гефа, родного города Голиафа, а также остатки ручья, где Давид нашел камень, которым и убил великана. Над долиной возвышается крепость, которой 1000 лет. Местным бедуинам это место до сих пор известно как Хирбет-Дауд или Гибель Давида. Это единственный в Израиле город Железного века, который прекрасно сохранился, почти застыв во времени.
Для нас, археологов, это одно из самых богатых мест в Израиле. Это как библейские Помпеи. На иврите это место называется Хирбет-Каяфа, или крепость Эла. Этот город в 2007 году открыл археолог Йосеф Гарфинкель. Обнаружив на этом месте несколько обгоревших оливковых косточек, он отправил их в Оксфордский университет на радиоуглеродный анализ. Результаты удивили даже самого Гарфинкеля. Оказалось, что этот прекрасный город и все находки из него датируются примерно от 1020 до 980 года до нашей эры, как раз временем царя Давида. При Давиде долина Эла служила нейтральной зоной между израильтянами и филистимлянами. В Хирбет-Каяфе, которая находилась прямо на линии фронта, археологи обнаружили большой тайник с оружием. Мы пролили некоторый свет на историю Давида и Голиафа. Мы находимся в том же месте и в то же время. Город хорошо укреплен, в нем много оружия. Поэтому я делаю вывод, что это действительно была зона конфликта между двумя политическими единицами. В Библии эта крепость упоминается под другим названием — Шаараим, или город двух ворот. В 17 главе первой книги Царств упоминается, что именно в Шаараим бежали филистимляне после того, как Давид убил Голиафа. На иврите Шаараим означает «двое ворот». В Хирбет-Каяфе мы нашли двое ворот. Итак, если взять библейскую традицию, местонахождение, хронологию событий, значение названия, то все эти аспекты идеально соотносятся с Хирбет-Каяфой. Всего лишь через 10 дней после обнаружения Хирбет-Каяфы критики заявили, что это город филистимлян, а не евреев. Гарфинкель постарался это опровергнуть. Какова этническая принадлежность города? Я думаю, это иудейский город, исходя из 4 аргументов. Первый аргумент профессора — это планировка города. Город окружала высокая стена, к которой примыкали дома. Известно еще 4 места раскопок с такими же постройками, теперь уже 5 мест. Все эти 5 городов находятся в Иудее. Ни один из них не находится в Филистии. Итак, это типичная для иудеев городская постройка. Второй аргумент — кости животных, найденные в городе. Все они кошерные. Там были овцы, козы, крупный рогатый скот, но никаких свиней и собак. Филистимляне употребляли в пищу свиней и собак. До 20% костей животных из филистимских городов свиные. Здесь же ни одной. Пункт 3. Этот глиняный черепок, известный также как остракон. На нем нанесена самая ранняя из когда-либо обнаруженных надписей на иврите. Надпись содержит заповеди поклоняться Господу и помогать вдовам, сиротам и рабам. Она начинается со слова «аль-таас», что означает «не делай», а слово «таас» — «делать» исключительно ивритское, не ханаанское и не филистимское. На то, что это иудейский город, также указывает отсутствие идолов. Если бы вы вошли в любой ханаанский храм позднего бронзового века, то нашли бы в нем много фигур людей и животных, но не в Хирбет-Каяфе. Значит, ее жители соблюдали библейский запрет на кумиров. Там не было кумиров, но были святилища. Эти строения предшествовали храму Соломона примерно на 40 лет. И все же они соответствуют библейскому описанию храма, вплоть до тройной утопленной двери. Это первое вещественное доказательство иудейского культа во времена царя Давида. Я не ставил перед собой задачу приехать сюда и доказать историческую достоверность библейской традиции. Я понятия не имел, что меня ждет. Но вот результаты. Кости животных, радиоуглеродное датирование, надпись, укрепление. Затем их сопоставили с библейской традицией, и, как оказалось, они идеально соответствуют друг другу. Примерно в 40 километрах к востоку от долины Эла другой археолог пристально изучала находки в Хирбет-Каяфе. Она ведет многолетние раскопки другого объекта, связанного с жизнью Давида, его царского дворца в Иерусалиме. В 2005 году одна женщина-археолог из Израиля заявила на весь мир, что обнаружила руины дворца царя Давида в Иерусалиме. С тех пор Эйлат Мазар раскопала много других мест в Иерусалиме, и, как сообщает Гордон Робертсон, она опирается на Библию, пытаясь понять эти открытия. «И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду». 2 Царств 5:11. 3000 лет назад весь город Иерусалим размещался на этом холме площадью 5 гектаров. Здесь можно увидеть часть стены, отстроенной Неемией.
водопровод, проведенный царем Езекией, и купальню Силоам, где Иисус исцелил слепого. Это город Давида. Давид и археология. Город Давида. Добро пожаловать в город Давида. Доброе утро, меня зовут Мириам. Сегодня это одно из самых популярных туристических мест в Иерусалиме. Ежегодно его посещает около 500 000 человек. Это одно из самых интересных мест на Земле. Сюда приезжают люди со всего мира и впервые осознают, что прочитанное ими в тексте соответствует археологии на Земле. Город Давида не просто туристическая достопримечательность. Это также место археологических раскопок. В Библии сказано, что именно здесь царь Давид построил свой дворец, и один археолог заявляет, что она его нашла. Для Эйлат Мазар раскопки — это семейное дело. В 1948 году ее дед, Биньямин Мазар, стал первым археологом, получившим разрешение на раскопки в новом государстве Израиль. А когда израильтяне отбили Иерусалим в 1967 году, он начал раскопки вокруг Храмовой горы. Внучка Эйлат работала рядом с Биньямином, когда ей было всего 11 лет. Главное, чему я научилась у деда, это то, что Библия является частью наших исторических источников, которые следует использовать, просматривать и изучать снова и снова. Это ни в коем случае не противоречит нашим научным методам и умению вести археологические раскопки. Все они прекрасно дополняют друг друга, и так и должно быть. Мазар, как и ее дед, открывает библейский Иерусалим слой за слоем. В 2005 году она начала раскопки в городе Давида с одной целью. Дворец царя Давида. Тогда у меня появились предположения, основанные на некоторых данных. Впрочем, когда я начала раскопки, вопрос все еще оставался открытым. Прошло совсем немного времени, прежде чем Эйлат нашла то, что искала. Мы увидели большие стены какого-то строения. Они были так велики, что я сказала: ничего себе, забудьте о дворце царя Давида, у нас тут целая крепость. Мы поняли, что данное монументальное и впечатляющее строение является первым из когда-либо возведенных на этом месте сооружений. Стал вопрос, кто возвел это строение и зачем? И вскоре Мазар нашла ответ. У нас есть чудесный исторический источник, который называется Библия. В ней описаны ключевые исторические события. Так оно и есть. Смотрите далее. Мы продолжим нашу прогулку по городу Давида с женщиной, ведущей раскопки царского дворца. И узнаем, как она находит все больше данных, подтверждающих Священное Писание. Когда Эйлат Мазар поняла, что она обнаружила близ Иерусалима древнее строение, она обратилась к Библии за помощью в объяснении своей находки. И она узнала, что это новое открытие подтверждает библейские описания царя Давида и его сына Соломона. И вновь Гордон Робертсон. Во второй книге Царств 5:11 сказано, что финикийский царь Хирам прислал послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили Давиду дом. Итак, это дворец-крепость. Он очень основательно построен. Скорее всего, это дворец, который для царя Давида построил царь Хирам. Его постройка датируется примерно 1000 годом до нашей эры, временем правления царя Давида. Финикийский стиль постройки вполне очевиден. А как мы знаем из наших раскопок финикийских объектов, финикийцы были умелыми строителями. Внутри археологи обнаружили атрибуты царской власти. От древних печатей, использовавшихся судебными чиновниками, до резной посуды из слоновой кости, слишком дорогой для обычного дома, но подходящий для дворца. Большая часть этого строения все еще скрыта и должна быть раскопана. Пока что мы имеем доступ к менее чем четверти. На самом деле, я бы сказала, гораздо менее. На соседней улице в городе Давида Мазар руководит другими раскопками. Недалеко от Храмовой горы она нашла еще одни царские руины, на этот раз связанные с сыном Давида,
В 2010 году археологи раскопали гигантскую стену длиной около 70 метров, а высотой почти 6. По словам Мазар, эта городская стена описана в 3 главе 4 книги Царств, где сказано, что Соломон построил стену вокруг Иерусалима. Она соединила старый город Давида с новым храмом Соломона. Можно сказать, что библейское описание того, как царь Соломон построил стену вокруг Иерусалима, в точности совпадает с тем, что мы видим. Это единственное место, где требуется линия укреплений. Она окружает всю эту область. Она ведет к Храмовой горе. Все это соответствует библейскому описанию. Критики поспешили оспорить выводы Мазар. Но археолог представил результаты радиоуглеродного анализа. Глиняные черепки, найденные на первом этаже, датируются X веком до нашей эры, периодом царствования Соломона. Примерно в конце X – начале IX века царь Иерусалима возвел очень солидные укрепления, указывающие на то, что это был сильный режим с централизованной властью и большими возможностями. В то же время у нас есть библейское описание того, как царь Соломон сделал то же самое. Итак, что же он это сделал, а затем, спустя 50 лет, какой-то другой царь сделал то же самое? Думаю, пора перестать противиться Библии. На самом деле, эти серьезные укрепления построены именно царем Соломоном. Это лишь их часть, и то очень впечатляющее. Внутри стены были найдены и другие артефакты, указывающие на царя Соломона. В 3 книге Царств 4:7 сказано, что у него было 12 приставников, которые доставляли продовольствие царю и дому его. Внутри ворот группа Мазар нашла доказательства их работы. Ручки кувшинов с печатями и надписью «Для царя», а также большие глиняные сосуды для хранения зерна. По мнению Мазар, они находились в царской пекарне. На одном из сосудов имеется надпись на иврите «Лесар-Хао», что значит «служитель», отвечающий за Офим, что переводится как «пекарня». Поиски Мазар дома Давида еще не закончены. В ее дальнейших планах дворец царя Соломона, который, как она считает, лежит к северу от этой стены. Каким бы ни был мой вклад в исследование древнего Иерусалима, для меня это огромная честь. В мире есть только один Иерусалим. Нельзя сказать, что я что-то начинаю или завершаю. Мы находимся в самом начале работы, которой хватит и другим поколениям. И другим поколениям. Эта страна — настоящая сокровищница археологических открытий. Как замечательно, что археологи обращаются к Библии, чтобы выяснить, что же именно они открывают. Да, невероятно. Мне это так понравилось. Потрясающе. Что ж, если вы хотите узнать больше об этих открытиях, то можете нажать кнопку «Нравится» на нашей странице по истории и археологии в Facebook. А мы скоро вернемся. На просьбу учеников научить их молиться, Иисус ответил молитвой, ставшей известной как «Отче наш» или «Молитва Господня». Ее версия есть в 2 Евангелиях. По мнению некоторых историков, Иисус, вероятно, учил этой молитве много раз в разных местах. Историк Стивен Пфан расскажет нам больше. Где Иисус учил молитве Господней? Вероятно, Иисус много раз учил людей молитве Господней. Церковь Патер Ностер, Иерусалим. Церковь Патер Ностер в Иерусалиме названа так в честь молитвы Господней, которая начинается именно с этих слов «Отче наш, Патер Ностер». Почему она стоит здесь, в Иерусалиме? Крестоносцы построили церковь на месте прежней византийской церкви, возведенной в IV веке матерью Константина. Ее назвали Вознесенской церковью, так как считалось, что с этого места Иисус вознесся на небо. Здесь же был грот, который был связан с учением Иисуса, по крайней мере, с IV века. Поэтому крестоносцам пришлась по душе идея, что, может быть, Христос учил здесь молитве Господней. И они назвали церковь «Отче наш». Молитву Господню можно найти в 2 Евангелиях. Многие предпочитают вариант из Евангелия от Матфея. Он длиннее и кажется более полным. Говорят, это было на вершине горы в Галилее, а Иерусалим — не Галилея. Гора блаженств, Галилея. В Галилее, на северо-западном берегу, есть прекрасное место.
Это небольшая долина с видом на Галилейское море. Когда вокруг нет никаких отвлекающих факторов или шумов, то из любого места в долине слышно, как кто-то говорит. Поэтому ее и сегодня многие любят. Нельзя сказать, что Иисус взошел на гору. Это нечто вроде холма, но вряд ли его можно назвать горой, если считать, что здесь Мессия и прочитал свою Нагорную проповедь. Я бы сказал, что это романтический образ. Конечно, это красивый образ, и его нельзя исключать как вариант. Однако он остается лишь вариантом. При этом следует понимать, что Иисус учил людей этой молитве не в каком-то одном месте. Должно быть, он учил об этом в нескольких местах. И здесь, и в Северной Галилее, и в Западной Галилее, в Иудее, Самарии. Он говорил примерно о том же, что и в этой молитве. В Евангелии от Матфея Иисус говорил своим ученикам, что это контрольный список того, что нужно упоминать в молитве. Вы должны признать Бога как Отца. Это первое. Даже здесь, в Гефсиманском саду, Иисус говорил «Авва, Отче». Таким образом, это все, что нужно говорить в молитве Господней, взывать к Богу как к Отцу, а Он обо всем позаботится.